Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Коммунальщики борются с капризами погоды. Снегоуборочная техника работает в усиленном режиме. В предвкушении праздника совсем скоро на центральной площади Инты будет возведен снежный городок. Служба в вооруженных силах – важный этап в биографии каждого мужчины. Интинцы отметили Всероссийский день призывника. Школьники против предпринимателей. Учащиеся лицея номер 1 сразились в интеллектуальном баттле с интинскими бизнесменами. В СМИ появилась информация о том, что Коми и ряд других северных регионов исключаются из списка районов и местностей, приравненных к Крайнему Северу. Жители испугались, что могут лишиться районных и северных надбавок. Президент России Владимир Путин отменил указ от 20 декабря 1993 года, согласно которому отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере. Из списка удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края. Решение принято в соответствии с изменением стратегии развития арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Подписанный документ признает утратившим силу с 1 января 2022 года. Пункт 6 Указа президента России 24 января 1992 года номер 46 о неотложных мерах по стабилизации экономики и развитию социальной сферы Коми СССР. Новый указ актуализирует нормативно правовую базу с учетом изменений, произошедших с 1992 года. Например, Коми СССР уже нет, есть Республика Коми. Усть-Куломского района в административном делении уже нет, есть муниципальное образование, муниципальный район Усть-Куломский. Вслед за указом выйдет соответствующее постановление правительства России, которое и закрепит нормативно статус муниципалитетов как районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. То есть вносимые изменения не изменят перечень районов в Республике Коми, приравненных к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Таким образом, северные и районные в Республике Коми останутся, будут выплачиваться так же, как и раньше. Правительство страны призывает россиян, у кого нет противопоказаний, привиться от COVID-19. Все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. Главные санитарные врачи регионов России получат расширенные полномочия давать рекомендации губернаторам по реагированию на эпидемическую ситуацию. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Также зампред правительства России сказала, что медицинские организации могут лишиться лицензии, если будут задерживать результаты тестов на коронавирус. Особая позиция отмечается по необходимости соблюдения всеми организациями любой организационно-правовой формы сроков сдачи информации о полученном результате ПЦР-теста в информационную систему. К сожалению, сегодня мы столкнулись с тем, что не все организации эти данные передают, и граждане получают результаты ПЦР-теста спустя достаточно длительное время. Для того, чтобы избежать этих нарушений, закон устанавливает норму, согласно которой в течение 24 часов медицинская организация, осуществляющая ПЦР-тестирование, при наличии согласия гражданина, добровольного, это важно, передает данные в информационные системы для того, чтобы можно было проверить наличие отрицательного результата. В соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии главные санитарные врачи регионов и санитарный врач России имеют особые полномочия при распространении эпидемий или пандемий. В соответствии с данным законопроектом главные санитарные врачи регионов наделяются еще одним полномочием, когда они представляют информацию о ситуации губернатору соответствующего региона и также рекомендации по реагированию на ситуацию. Если губернатор не согласен с этими предложениями, то он должен в короткие сроки представить мотивированное заключение, почему он не согласен с этими предложениями. Если таковая ситуация складывается, то меры реагирования
должен принимать главный санитарный врач России. По календарю еще осень, а осадков в виде снега в Инте выпало уже достаточно много. Погода испытывает на прочность коммунальные службы. В разных частях округа работает снегоуборочная техника. Приводятся в порядок дороги, тротуары, дворы, а также заезды и перекрестки. Очистка городских улиц Инты от снега ведется регулярно. Обслуживанием и содержанием улично-дорожной сети занимается подрядная организация ООО «Vostym». Контракта 2 заключены по содержанию дорог. У нас есть дорога, которая от Юстидора до станции. И остальное, это первый, значит, контракт, там сумма порядка 2,5 миллионов. Это и летнее содержание, и зимнее, в том числе там асфальтирование и холодным асфальтом. И второй контракт у нас заключен на все городские дороги. Значит, там сумма 28 миллионов на год, ну, в том числе там тоже зимние, летние работы и асфальтирование холодным асфальтом. Работы по уборке города от снега и наледи, очистке остановочных павильонов, пешеходных переходов, вывозу снега, механизированному подметанию тротуаров и дорожного полотна осуществляются в постоянном режиме в дневное и в ночное время суток. На борьбу с осадками ежедневно выдвигается тяжелая техника, тракторы с ковшами и самосвалы для вывоза снега. Всего в управлении подрядной организации имеется порядка 40 единиц различной снегоуборочной техники. Но выводят не весь автотранспорт, а в зависимости от погодных условий. Сегодня в данном случае по погодным условиям работает 7 единиц, то есть этого сегодня достаточно. Работа производится сегодня с 5 утра, то есть техника работает ежедневно, количество просто разное. Особое внимание уделяется состоянию пешеходных переходов, остановок и подходов к ним. При необходимости осуществляется также их снегоочистка и посыпка песком. Есть определенные объемы, значит, именно по посыпке, то есть с объемом песка, поэтому мы строго работаем в рамках заключенных контрактов. То есть, конечно, по мере необходимости мы это делаем, когда именно наледь появляется. Но еще раз повторяю, что именно в строгом соответствии с контрактом. В местах, куда затруднен подъезд снегоуборочной техники, снег очищают ручным способом. Сотрудники подрядной организации, вооружившись лопатами, метлами и прочим инвентарем, прибираются в скверах, расчищают тротуары и тропинки, стряхивают снег со скамеек и памятников. 15 человек работает дорожных рабочих, которые тоже ежедневно ведут работы и по очистке и тротуаров, и по посыпке там и тротуаров, и пешеходных дорожек, и по очистке пешеходных переходов, это искусственные дорожные неровности, очистка. То есть много у нас скверов различных и таких мест общественных, где тоже необходима именно ручная очистка снега. Уборку дворовых территорий от снега осуществляют управляющие компании. Каждая из них самостоятельно решает, очищать дворы от снега собственными силами или же заказать технику у подрядчика. Графики уборочных работ ЖЭКи составляют также в зависимости от погоды. Управляющая компания также ежедневно производит очистку, смотрят, если скользко, посыпка производится по утрам, если сильно скользко, то еще и вечером производится посыпка. Также контролируем каждый день, смотрим, ходим, выявляем, также предметно со всеми управляющими контактируем, работаем, все выполняют свои функции. Контроль по поддержанию городских дорог и дворовых территорий в нормативном состоянии будет проводиться регулярно. Ежедневно, утром объезд, в обед объезд и вечером объезд. Постоянно люди объезжают, смотрят, контактируют напрямую с подрядчиком, сразу же все согласовывается, выполняется. По ГОСТам, по стандартам все это делается. Вот метели сейчас были, усиленно подрядчик работал, техника все по городу видят, ездит. Вот на сегодняшний день только 5 единиц техники по всему городу ездит. Сейчас ездили, смотрели по объезду, на Горке видели, на Мира, на Куратова, на станции, на Южном. Техника работает, все смотрят, стараются своевременно все устранять. При выявлении нарушений или жалоб от жителей в адрес исполнителя работ составляется предписание. До всеми любимого долгожданного Нового года осталось 1,5 месяца. Уже совсем скоро на площади Ленина появится праздничный снежный городок с горками, новогодней елкой, фигурами Деда Мороза и Снегурочки. В этом году по поручению мэра Инты Владимира Киселева деревянный игровой комплекс для детей установлен раньше обычного.
15 ноября на площади Ленина началась установка детского игрового комплекса. Эти работы выполняются в рамках контракта по благоустройству снежного городка. Буквально на днях выиграли муниципальный контракт тоже по устройству снежного городка. Получили указание от руководителя города Киселева Владимира Алексеевича устанавливать уже деревянную горку. Ну и сами понимаем, что дети хотят кататься все, поэтому вот мы начали с установки вот этой горки, и до 20, по-моему, декабря у нас уже сдача всего городка. В скором времени, как только снега станет достаточно, подрядная организация приступит к строительству снежного городка. Работы включают в себя очистку площади от снега, планировку площадей, установку щитов для обустройства ограждения по периметру площади и постаментов из снега для елки и снежной горки. Также будут возведены постаменты для Снегурочки и Деда Мороза. Снега еще недостаточно для возведения горки основной. То есть по мере накопления осадков будем уже сам городок возводить. Создать праздничное предновогоднее настроение у горожан планируется развешиванием гирлянд в виде сосулек, лунного света и обычной классической. Как и в прошлые годы, разместят дюралайт – светящийся шлейф со светодиодами. Длина шлейфа 100 метров. Новогодняя красавица, городская елка, украшенная яркой гирляндой, будет, как всегда, центром притяжения. Помимо всего прочего, в рамках тендера предусмотрено содержание снежного городка в течение сезона. Интинских предпринимателей и старшеклассников познакомили с интернет-маркетингом для малого бизнеса. Познавательную лекцию организовали в администрации города. Детям и взрослым рассказали об интернет-рекламе, объяснили, зачем составлять медиаплан, разрабатывать диджитал-стратегию и как находить правильную нишу для достижения максимального эффекта. Что включает в себя качественная раскрутка бизнеса? Почему интернет-маркетинг и реклама сейчас находятся на самом пике популярности? В рамках профориентационных уроков для старшеклассников и обучающего семинара для предпринимателей слушателям рассказали, как повысить узнаваемость компании или бренда, привлечь новых клиентов, увеличить продажи и укрепить свой имидж. Спикером семинара выступил Максим Кравец, маркетолог Московского рекламно-консалтингового агентства. Мероприятие организовано Центром «Мой бизнес Коми» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Особенно наблюдается скачок, потому что во время пандемии очень многие бизнесы, которые работали офлайн, они вынуждены были перейти онлайн, и сейчас просто наблюдается массовый прирост именно онлайн-проектов. Тут у меня данные немножко устаревшие, получается, не, подожди, 2020 год в ровном, то есть здесь, в принципе, постпандемийный период как раз отражен. Если говорить про то, как люди выходят в интернет, то, конечно, сейчас у нас уже потихонечку в лидеры выходят именно мобильные устройства. Это смартфоны, это, соответственно, планшеты. И почему об этом важно помнить? Потому что если у вас есть, например, свой сайт, то у вас обязательно должна быть адаптивная версия. В Инте регулярно организовываются различные образовательные семинары и бизнес-тренинги. Благодаря подобным занятиям, которые, кстати, проводятся совершенно бесплатно, интинцы получают новые знания, учатся мыслить стратегически и шагать в ногу со временем. Как называется продукт труда в рыночной экономике? Что создается для привлечения инвестиций? Чем занимаются потребитель, подрядчик, производитель и поставщик? В рамках Всемирной недели предпринимательства в Центральной библиотеке прошел бизнес-квиз «Мысли по-крупному». В интеллектуальном баттле сразились команды, в состав которых вошли опытные интинские предприниматели и учащиеся физико-математического класса лицея номер 1. Участникам игры необходимо было правильно ответить на вопросы 6 раундов, в каждом из которых начислялись виртуальные денежные средства. Наш квиз посвящен предпринимательству. Предприниматель – это одна из тех профессий, в которой смелые, трудоспособные, предприимчивые люди добиваются успеха. Но, как вы знаете, предпринимателями не рождаются. А что делают? Ими становятся. Прекрасно. Я смотрю, у нас есть действующие предприниматели и будущие специалисты в той или иной области. Нам предложили поучаствовать в квизе на тему бизнес, и мы с ребятами сразу согласились. Набралась команда очень быстро, потому что эта тема достаточно актуальна в наше время и среди молодежи тоже.
Мы увлекаемся экономикой, мы разбираемся в этом, и поэтому мы решили показать свои знания сегодня здесь. Какой-то коллективной подготовки у нас не было, каждый что-то сам, что-то знает, что-то изучает, читает, смотрит разные вебинары. Мы так, в общем, готовы, я думаю. Решив пару задачек, во время разминки команда лицеистов практически сразу вырвалась вперед и уже после первого раунда заняла лидирующие позиции. Так как по условиям игры нельзя было пользоваться мобильными телефонами, дети выполняли все расчеты в уме. Предприниматели прибегали к помощи калькулятора. Более удачно показали себя школьники и в раунде с заданием по составлению делового письма. Уважаемые владельцы дома, прошу вас накормить мою собаку колбасой, поскольку вагон, в котором я еду, задерживается на неопределенное время. Терпению вам, с уважением, ваш сосед. Уважаемый покупатель, ваш заказ на сайте dom.ru содержит позиции, которых временно нет на складе, а именно дом для собак плюшевый, а также колбаса игрушечная. Вы можете дождаться следующего вагона или же сэкономить свое время. Наберитесь терпения. В итоге команда лицеистов оказалась сильнее. Для раскрутки своего бизнеса ребятам удалось заработать больше виртуальных денег, чем предпринимателям. К концу игры стартовый капитал школьников составил 42 500 рублей. На счету интинских бизнесменов оказалось 40 500 рублей. Учащиеся заняли заслуженное первое место. Интинцы вместе со всей страной отметили День призывника. 15 ноября в общеобразовательных организациях и учреждениях культуры прошли тематические встречи, военно-патриотические игры. На одном из таких мероприятий в Центральной библиотеке побывала наша съемочная группа. Курс молодого бойца смогли освоить учащиеся 8-й школы. 15 ноября во Всероссийский день призывника в Центральной библиотеке для подрастающего поколения сотрудники учреждения организовали интерактивную площадку. Призывником называют лицо мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащее по закону призыву на действительную военную службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Стартовало мероприятие с краткого экскурса в историю появления этой праздничной даты и возникновения службы в армии. После чего школьникам 6 и 7 классов предложили ненадолго представить себя в роли призывников и пройти курс молодого бойца. Конференц-зал библиотеки на время превратился в импровизированную зону боевых действий. Ребятам, разделившись на 3 команды, предстояло пройти массу нелегких, но в то же время интересных испытаний. Молодец, возвращаемся по точкам. Новоиспеченные бойцы разгадывали шифровку из штаба, находили ответы на сложные вопросы, пришивали пуговицу к обмундированию, преодолевали полосу препятствий и овладевали навыками лечения боевых товарищей. И чтобы нога не гнулась. Да, держись. Больно в ноге. В процессе прохождения этапов курса молодого бойца школьники в игровой форме понимают, что такое служба в армии. Сейчас патриотизм, как Владимир Владимирович Путин говорит, на первом месте. Это очень важно, да, вот такие мероприятия. Мы уже много лет сотрудничаем с библиотекой, с ребятами приходим на такие мероприятия. Чтобы они знали, имели представление, да, что вот они, когда пойдут в армию, должны знать вот эти самые первые такие, наверное, навыки. Сотрудничество Центральной библиотеки со школами и гимназиями города продолжится. Всевозможные увлекательные и познавательные мероприятия с участием учащихся будут проходить регулярно. Одно из старейших предприятий пищевой промышленности Интинский хлебозавод отметил юбилейную дату. 65 лет, срок немалый. А если еще вспомнить, какие это были годы. Далеко не всем созданным в советское время предприятиям удалось сохранить производство и утвердиться в новых рыночных условиях. Интинский хлебозавод смог.
Интинский хлебозавод по праву считается одним из самых лучших предприятий в Республике Коми, а его специалисты – настоящие мастера своего дела, которые за годы работы обрели заслуженное признание. Конечно, за 65 лет произошло много перемен. В 1956 году в Винте вступил в строй новый хлебозавод. Тогда кругом были лагеря, и по воспоминаниям старого работника, который отработал на заводе 34 года, она писала: тогда в Винте еще кругом стояли лагеря. В основном работали мы на них. Но и город снабжали хлебом без перебоев, и качество его было очень хорошим. Пробный хлеб выпустили только 20 ноября. До этого мы целый месяц готовились, устанавливали оборудование, проверяли все десятки раз. Работали день и ночь. Все было новым, еще в техническом масле, и пробный хлеб получился весь в масле, с техническим запахом и вкусом. При заводе, кроме основных цехов, были в наличии прачечная дополнительная, сушильный цех, женская и мужская раздевалка, душевые комнаты, красный уголок, буфет, где люди принимали пищу. Хлебозавод выпускал в то время 8 наименований хлебобулочных изделий. Будто бы немного, но тем не менее. Значит, в 70-е годы хлебозавод тогда выпускал до 14 наименований хлебобулочных изделий в сутки. 10 наименований это было хлеб, и 4 тонны было булочные сдобные изделия. В 1971 году была реконструкция завода, и была пущена в строй первая электропечь, где производили выпечку именно сдобных изделий. До этого печи отапливались, в котельном отапливались углем. Интинский хлебозавод делал и будет делать все возможное, чтобы из печей выходила продукция отличного качества. Ведь хлеб остается продуктом номер один. Он присутствует на каждом интинском столе. Сейчас хлебозавод выпускает ежедневно до 15 наименований хлебобулочных и до 5 наименований кондитерских изделий. Тортов, пирожных, пряников, печенья. Ассортимент огромный. Несколько видов хлеба, батонов, булок, диетические изделия с добавлением сорбита, отруби и многое другое. Продукцию интинского хлебозавода любят не только жители нашего округа. Она известна далеко за пределами Республики Коми и не нуждается в рекламе. Все изделия изготавливаются из натуральных продуктов и по индивидуальным рецептам. Специалисты лаборатории хлебозавода стараются учитывать вкусы как взрослого, так и детского населения. Говоря о солидном юбилее предприятия, конечно, нельзя обойти вниманием тех, благодаря кому живет интинский хлебозавод, о мастерах своего дела, о людях, которых по праву можно назвать патриотами производства, о дружном коллективе, который является душой хлебозавода. 65-й день рождения предприятия – это во многом их заслуга, ответственных, добросовестных, радеющих за свое производство. И таких в команде юбиляра немало. Коллектив Интинского хлебозавода у нас сплоченный, дружный. У нас трудятся квалифицированные работники, которые отдали более 20 лет, многие отдали более 20 лет на работе на хлебозаводе. Федорова Валентина Васильевна, начальник лаборатории, отработал на заводе 50 лет. Это довольно-таки много. Фомина Людмила Леонидовна, приемосдатчик, 40 лет. Елизарова Елена Викторовна, зам главного бухгалтера, 34 года. Никитина Мария Петровна, приемосдатчик, 31 год. Власова Елена Геннадьевна, тестовод хлебобулочных изделий, 28 лет. Григорьева Зина Павловна, главный бухгалтер, 26 лет. Жердицкий Василий Николаевич, 21 год. Кашпаева Анжелика Евгеньевна, пекарь хлебобулочных изделий, 30 лет. Семилетова Ирина Анатольевна, приемосдатчик, 26 лет. Вот такой у нас коллектив, дружный, крепкий. Естественно, в процессе работы у нас коллектив обновлялся. Таких специалистов у нас в те времена тоже не было. Да? Поэтому все воспитывались и обучались, в принципе, на хлебозаводе. Дорогие коллеги, ветераны, спасибо за ваш труд, за верность нашему предприятию. Я желаю всему коллективу хлебозавода больших творческих успехов, процветания, светлого будущего. Крепкого здоровья вам и вашим семьям, благополучия и всего самого-самого наилучшего. 65 лет, 365 дней в году работает интинский хлебозавод, чтобы в домах интинцев был всегда свежий и вкусный хлеб. Идет время, рождаются новые идеи, впереди много планов. Что-то изменится, но неизменным останется главное – высокое качество продукции интинского хлебозавода.
И в завершении выпуска объявление. В городской администрации работает телефон горячей линии, на которой интинцы могут заявить о фактах нарушения организациями санитарно-эпидемиологических требований, установленных в период распространения коронавирусной инфекции. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9 до 12 и с 13 до 17 часов. В пятницу с 9 до 12 часов. Телефон горячей линии 628 41. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.